Ташиев мага мыйзамдагы ууруну жок кылуу чечимин кабыл алууга туура келди. Камчыбек Ташиев мыйзамдагы ууру Камчы Көлбаевди жок кылуу чечимин өзү кабыл алганын мойнуна алды. Камчыбек Ташиев коррупцияга каршы күрөш боюнча айтсам, көптөр күлүшөт, бизге жомок айтып жатат деп жатышат. Бирок коррупцияны жок кылуу мүмкүн эмес. Бирок биз муну жасайбыз. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басарынын айтымында 1-2 жылдан кийин Кыргызстанда коррупция жоюлат. Коррупция сакталган күндө да минималдуу деңгээлде болот деп айтты Ташиев. Преступность была такая, что вор в законе, положенцы, смотрящие по всей стране охватили власть. У них была система такая же, как у государства. У них был президент, вор в законе, так, и остальные. По областям, по районам, по городам, смотрящие и положенцы собирали деньги у предпринимателей, у всех других там. То есть у них своя структура такая, очень мощная была. Нам пришлось принять вынужденные меры. Я вам более того скажу, чтобы вы убедились, уважаемые работники сферы образования, вы убедились, я вам скажу правду, тем, что мне пришлось принять решение о ликвидации воров в законе. Понимаете? Ради государства. И это решение я принял, я вам сразу скажу. И мы его ликвидировали. В дальнейшем ликвидировали его сообщников, его других членов оргпреступности. И сегодня страна освободилась от этой путаницы. В стране нет оргпреступности. Это единственная страна в Центральной Азии, даже вообще не в Центральной Азии, наверное, постсоветских стран, у которого не имеется оргпреступности. Сейчас предприниматели никому не платят, как ранее. Базары, рынки, торговые центры и все другое. Все платили. Сейчас никто не платит. Первое время, когда после того, как мы их ликвидировали и убрали, даже предприниматели бегали, они искали, кому платить. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Понимаете? Даже они к нам приходили. Кому теперь платить? Кому теперь отдавать те средства, которые они десятилетиями отдавали? У оргпреступности, уважаемые участники заседания, была огромнейшая сумма. Мы у них миллиарды отняли. Долларовым исчислением. Миллиарды отняли. Сейчас у них ничего не осталось. И не будет дальше. Дальше не будет никакой оргпреступности, никаких бандитов. Да, хулиганы будут. Криминогенная обстановка будет, она остается, жизнь есть, она будет продолжаться. Никаких, это когда никто не может гарантировать. Но оргпреступность не будет в нашей стране. Даже нашу страну начали прогибать под другими лидерами оргпреступности других стран. Вот Салим Байватчаев в Узбекистане. Он полностью контролирует нашей страны. На юге все лидеры оргпреступности, все крупные бизнесмены, даже политические какие-то деятели, депутаты парламентов, к нему шли, с ними собеседовались, и что он сказал, то и исполняли. Понимаете? Теперь этого не будет. Наша страна, сами по себе будем развиваться, никакой оргпреступности не будет. Вот также, когда мы начали бороться с оргпреступностью, нам говорили: да вы никогда не победите, никогда у вас не получится так, что вы Тут же сидит Кольбаев, тут сидит тот, Досонов, Дженго, Ваше. Все везде сидят, и вы что вы будете сделать? Ничего не сделаете. Завтра же продадитесь, все, останетесь на свои места. Все так говорили в течение 2-3 лет. Но все-таки мы это победили. И коррупцию также победили. Когда я коррупции сейчас говорю везде, всюду разговариваю и встречаюсь с руководителями, все усмехаются, многие усмехаются надо мной. Все думают, вот
Вышел человек, говорит нам сказку, и коррупции никогда искоренить невозможно. Искореним мы, уважаемые. Искореним вместе с вами. Вот посмотрите, нам потребуется год-два, и мы это отрицательное явление в нашем обществе искореним. Не будет коррупции в нашей стране. Если она даже останется минимальным образом, минимальный уровень останется коррупции в нашей стране. Но как ранее было, все общество занято было с коррупцией, этого теперь не будет уже. Этого теперь уже не будет. Камчыбек Ташиев маркум Крим авторитеттин балдары көчөдө калбасын деп бирден мүлк бергенин айтты. Үй, бар, кафе, магазин, ресторан баарын алдык. Бирок анын балдары көчөдө калбасын деп тапшырма бердим. 2 кызына 2 батир, уулдарына бирине батир, экинчисине Чолпон Атадагы үйдү бердик. Аялына 1 квартира берели десек, ресторанды бергиле деди. Асанбай Кичи районундагы ресторан Көлбаевдики экен, ошону калтырдык. Көчөдө калбасын деп бирден мүлк бердик, калганын баарын алдык, деди Ташиев. Ташиев судьялардын канча айлык аларын айтып, мугалимдердин оозун ачырды. Алардын реакциясын видеодон уксаңыз болот. УКМК төрагасы жакында судьялардын маянасы 2 эсе көтөрүлгөнүн айтты. Алар мурун кеминде 70 000 сом алса, азыр судьялар кеминде 140-150 000 сом айлык алат. Ташиев бийлик муну менен токтобой турганын, жакында айлык көтөрүү кезеги мугалимдерге да жетерин убадалады. Зарплаты медицины, сфера медицины. Недавно подняли зарплату судей. Маған 3-4 судья ыйдап келди. Сиз дейт, бизде таза иште дейсиз дейт. Мына биз 70 000 сом айлык алабыз дейт. Эң аз алган 70 000 сом экен. Ана жок, себеби они рассматривают миллиардные дела. Вот такие дела не рассматривают, поэтому не знаю. Анан бизде ротация вот баягы эмеге барып иштеп аткан судьялар экен да, жанагы түштүк жакка барып иштеп аткан судьялар. Bizde kvartirага 30 000 сом берем дейт. Так? Тамак ашыма 20-30 000 кетет дейт. Бала чакама 10 000 калса калат, калбаса жок дейт. Эгер честный аракет кылсам дейт. А что тебе нужно десем, биздин зарплатабыз көтөрүп бергиле деди. Мен президентке предложение киргиздим. Президентибиз өзүнүн указы менен судьялардын зарплатасын 2 эсе көтөрдү. Сейчас судьи получают минимально 140-150 тысяч сомов. Вот видите, вам тоже эта очередь подойдет. Силерге да мына 40 000 алган, то есть 20 000 алган, эртең 40 000 аласыз, 40 000 алган 80 000 алат. Ушунун үчүн аракет кылып атпайбызбы? Вот все это наши вот эта работа к этому. Все кетип атпайбы. Анан дагы бир Урматтуу ректорлор, бүгүндөн баштап мүлкүңөрдү башкаларга каттап баштагыла. Камчыбек Ташиев мындан ары билим берүү жаатындагы жетекчилер, ректорлор жана мугалимдерге студенттерден акча чогултуп берген старосталардагы текшериле турганын айтты. Ректорлор бүгүндөн баштап мүлкүңөрдү башкаларга каттап баштагыла. Кайра каттаганыңарды дагы билип коебуз. Мамлекеттик түзүмдөр колубузда экенин билесиңер да. Акча чогултканды токтоткула. Эми старосталарды да камай баштайбыз. Акча чогултпасын деп айтып койгула, деди УКМК төрагасы. Уважаемые ректора, начинайте с себя. С сегодняшнего дня начинайте переоформлять свое имущество на других. Так? Переоформить мы тоже будем знать. Кому переоформили, как переоформили. То есть все, государственная структура в наших руках, знаете, да? Я не скрываю. Кроме того, здесь студенты тоже присутствуют, да, как мне сказали? Студенты есть? Студенты, пожалуйста, встаньте, если есть. Вот студенты. Встаньте, я вам обращаюсь. И я вам говорю тем, что перестаньте собирать деньги. Вы поняли? Перестаньте собирать деньги. Вот. Вот именно, что отличник собирает. Именно, что староста собирает. Понимаете ли? У нас есть такая информация, что староста собирает деньги и передают там последующим преподавателям. Я всю ситуацию знаю. Меня никто не может обмануть в этой сфере. Поэтому, уважаемые студенты, будущие руководители нашего государства, нашего общества, обращаюсь к вам. Пожалуйста, с вас давайте, себе начинайте. Хорошо? Не собирайте, передайте другим студентам тоже. Теперь будет отныне, будут привлечены те люди, которые собирают средства также. То есть
студент-староста, если собирает средства у студентов без поводов для передачи взятельства, если мы это докажем быстро. Так? И этого студента тоже посадим. Имейте в виду. Передайте нашим уважаемым старостам. Я тоже был когда-то студентом, тоже был старостой. Но я тогда не собирал, я учился в России. Так? Поэтому передайте старостам, тем лидерам групп, чтобы они не собирали и не стали этого делать. Если до этого делали, все, давайте остановимся. Человек где-то когда-то должен остановиться, где-то. Страна тоже остановилась на край пропасти. И мы пошли сейчас в рост. Вы тоже остановитесь. Мақұл ғой? Түсіндіңіздер мен айтқан сөзім, да? Я вам жестко говорю, почему? Потому что вы являетесь моими детьми. Вы еще младше моих детей. Некоторые из вас, возможно, даже мои внуки. Поэтому я вам говорю тем, что, ребята, остановитесь, студенты уважаемые. Больше не собирайте денег. С вас и начинается. Преподаватель не может пойти у каждого студента брать. Такие преподаватели тоже есть, кстати. Но в основном собирают наши старосты, чтобы этого не допускать. Мақұл? Хорошо, пожалуйста, садитесь.